Знаменитый актер Жерар Депардье, который в конце прошлой недели получил постоянную прописку в Мордовии, прилетел из Саранска в Чечню. В Грозном высокому гостю устроили пышный прием, но сопровождал его лично президент республики. Не исключено, что именно в Чечне Депардье снимет свой новый художественный фильм. Подробности у нашего корреспондента Артура. Мир кино взбудоражен сенсационными новостями, которые сам о себе поведал знаменитый актер Жерар Депардье. В своей новой книге «Так получилось», которая выходит в свет, он предельно честно рассказывает о своей семье, о молодости и о том, как именно попал в кино. Некоторые откровения просто шокируют. Оказывается, Депардье когда-то промышлял грабежами и даже занимался проституцией. Но это еще не все. Наш репортер Андрей Самарцев узнал, какую еще правду открыл о себе легендарный артист. Личный самолет Жерара Депардье приземлился в аэропорту Грозного уже поздно вечером. Известного актера принимали согласно чеченским обычаям в национальных костюмах и традиционным угощением чепалгаш. Встречать такого высокого гостя на чеченской земле вышел лично глава республики. В свои 10 лет я выглядел на 15. С самой юности я осознал, что привлекаю гомосексуалистов. Когда же мужчины просили меня об интимных услугах, я просил взамен деньги. Таких скандальных откровений о бурной молодости от россиянина Жерара Депардье не ожидал, пожалуй, никто. Юный Жерар не только оказывал сексуальные услуги дальнобойщикам, но и не стеснялся обворовывать своих клиентов. Все тянутся, от нас никто не уходит. Такие великие люди, если приезжают к нам в Россию, тогда Россия созданы все условия. Поэтому мы очень рады, что он прилетел, нашел возможность, как нам пройти в гости. Спасибо большое. Эта татуировка мне досталась от проституток, с которыми я жил долгое время. Мне тогда было 12 лет, я взрослел. Да, меня воспитали путаны, но вы не подумайте, они выбрали эту работу вовсе не из-за денег. Это были приличные девушки из хороших семей, которые учились в колледжах. Все они занимались проституцией из любви к искусству. Все тянутся, от нас никто не уходит. Такие великие люди, если приезжают к нам в Россию, тогда Россия созданы все условия. Поэтому мы очень рады, что он прилетел, нашел возможность, как нам пройти в гости. Спасибо большое. В книге «Так получилось» Депардье признается, актерской карьерой он обязан одному из своих покровителей, который неровно дышал к талантливым юношам. Именно он оплачивал учебу Жерара в актерской школе. И это еще не все. В погоне за наживой начинающий артист раскапывал могилы, а затем перепродавал снятые с покойников драгоценности и обувь. А в 16 лет он угодил в тюрьму на 3 недели за кражу автомобиля. Всякое бывало. В безобразии есть своя прелесть. Это просто необходимо всем молодым людям. По прилету гости отвезли в резиденцию главы республики. Здесь для него выступили творческие коллективы и звезды чеченской эстрады. Специально к визиту Депардье даже прозвучала известная композиция «Жатем» на французском языке. Актер даже подпевал, а чуть позже решился исполнить лезгинку. Этот визит не просто формальность. Возможно, совсем скоро Жерар Депардье начнет съемки художественного фильма в Грозном. Впрочем, много о фильме Депардье рассказывать не захотел. Возможно, какие-то подробности станут известны позднее. Впереди у него большая экскурсия по Грозному и деловые встречи. Актер винит во всем свою мать, которая еще до его рождения нанесла Жерару неизгладимую психологическую травму. Она хотела избавиться от ребенка и пыталась сделать аборт вязальными спицами. Осуждать артиста и гражданина за ошибки молодости не торопятся даже самые нетерпимые соотечественники. Артур Мустаев, Заур Скирханов, Зелимхан Бунтышев и Хизир Шавхалов. Вести, Грозный.